Еще год назад на этом месте стоял большой дом, в котором жила многодетная семья. Беззаботное детство детей проходило именно здесь. Казалось бы, у семьи есть все. Родители обеспечены работой, дети ходят в школу. Но в один момент их жизнь изменилась. В доме Асухановых произошел пожар. Здание практически полностью было уничтожено огнем. Большая семья в один миг осталась без крыши над головой. Мы ничего не знаем. У нас дверь закрыта же была. Мы открыли дверь, и сразу дым. И все пламя на нас, как мы детей подхватили. Как мы успели детей вытащить, мы даже не знаем. Мы понятия не имеем, как первым делом кричим: детей давайте, хватайте. Дети все спят, откуда знаем. Все уже невозможно, ничего не смогли взять. Причем вот спали, а у нас детская комната была пластиком обделана. Вот только ремонт сделали для детей, чтобы чистенько было. И этот пластик вспыхнул. А пластик, сами знаете, как понесло, и все. После пожара семья Асухановых перебирается в небольшую пристройку барачного типа рядом со сгоревшим домом. Для многодетной семьи, где есть совсем еще маленькие дети, условия здесь, конечно, не самые лучшие. Но выбирать не приходится. Родители для своих детей постарались создать хоть какие-то условия. Самое главное, считают они, в доме тепло. Дети долгое время не могли забыть ту страшную ночь. 13-летний Максим, самый старший из детей. Он сегодня отчетливо помнит пожар, который начался посреди ночи. Рассказывает, как приходилось в попыхах вытаскивать буквально из огня младших братьев и сестер. Он начался с вот этой комнаты, это моя комната была. Он отсюда начался, и потихоньку весь дом из-за этого загорелся. Мы когда выбежали, очень страшно было, потому что шифер стрелял. На помощь многодетной семье пришла благотворительная организация «Кераз». Постельное белье, полотенца, детские вещи, школьные принадлежности. Одним словом, обеспечили их всем самым необходимым. Фактически организация взяла всю семью Асухановых под опеку. Сразу же начался сбор средств на постройку нового дома. Сегодня работа в этом направлении продолжается. Соответственно, мы не могли остаться в стороне и организовали сбор средств посредством СМС, ну и каких-то частных пожертвований. Обратились в различные фирмы, обратились в администрацию города Сухум, чтобы они оказали посильную помощь. На сегодняшний день нам удалось собрать практически 240 тысяч рублей. Это частные пожертвования людей, это средства, собранные посредством СМС-пожертвований, СМС-услуги. Дом нужно строить с нуля. Понятно, что 230 тысяч ни на что не хватит, но как-то вот надеемся на лучшее, планируем опять начать сбор средств, посмотрим, что у нас получится. Глава семейства Зелимхан Асуханов, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Практически с первых дней войны он приехал сюда в составе группы северокавказских добровольцев. После войны Зелимхан принимает решение остаться в Абхазии, жениться. Сегодня его супруга признается, в семье, конечно, были проблемы, но самое страшное, это когда с маленькими детьми на руках остаешься без крыши над головой. Целый месяц вот тут сидела. Приду, вот сяду здесь, я вообще не соображала ничего. Сяду здесь и плачу. Ну что, вот как смогли, жили, что-то имели же, что-то старались, работали. Вроде бы так все имели, что нужно детям, все. И вот так очутиться, вот в чем спали, в том все выскочили. Абсолютно, детей утром в школу надо отправлять. У детей вещей нету, все книги, все полностью сгорело. Очень трудно было пережить, как страшно было. За детей страшно очень было. Многодетная семья действительно находится в бедственном положении. Самостоятельно построить новый дом на месте сгоревшего у них нет возможности. Помощи городских властей семья так и не дождалась, хотя они неоднократно обращались в администрацию столицы и получали лишь один ответ – средств нет. Но если каждый из нас проявит чуточку милосердия и внимания к тем, кто сегодня столкнулся с бедой, возможно, мечты этих детей о новом доме воплотятся в жизнь. Сария Смыр, Саида Глухава, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.